Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Это утро понедельника. С вами встречаем мы, Степан Федоренко и Полина Долинская. Что ж, сегодня основная наша тема нашего выпуска будет тема отдыха. Узнаем, как предпочитали якутяне отдыхать этим летом. Также поговорим о путинских детских выплатах на помощь пострадавшим от пожарах. Расскажем о необычной инициативе якутских школьников. Также мы расскажем о пенсионере-скейтбордисте, который покоряет социальные сети. Будьте с нами и начнем день вместе. Так как основная тема нашего сегодняшнего эфира – это путешествие, друзья, мы предлагаем вам участвовать в нашем интерактиве. Отправляйте свои фотографии с этого летнего отдыха, где вы были, где вы отдыхали на территории Якутии, за ее пределами, в центральной части России. Нам будет очень интересно. По номеру WhatsApp 8 914 273 44 88 отправляйте свои фотографии. Ну, а также напоминаем Напоминаем наш Инстаграм «Утро Якутии». Подписывайтесь, смотрите повторы наших сюжетов, анонсы программ на следующие дни. Ну, а если вы не успели посмотреть наш эфир по телевизору, напоминаем наш YouTube-канал «Утро Якутии». Там вы обязательно сможете увидеть все наши выпуски. Друзья, ну а прежде чем выходить из дома, давайте узнаем, какая же погода за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 15-16 градусов. В заречной группе от 11 до 17. В южных сегодня прохладно, в Нерюнгри 10 выше 0, в Алдане гораздо теплее 17 градусов со знаком плюс. В Вилюйской группе от 11 до 14 градусов, в Нижнеленских сегодня холоднее всего в Жиганске 7 градусов и теплее в Сангаре плюс 14. В западных 12-17, в Колымо-Дигирской группе улусов от 4 до 14. В Янских 6-7 градусов выше 0. На северо-западе наступает весна в Оленьке плюс 1 в это утро, в Тиксе плюс 8. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 15 градусов выше 0. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба штиль. В течение дня синоптики обещают нам кратковременный дождь, местами гроза, дым. Ветер юго-западный подует с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем 24-26 градусов тепла. Да, наконец-то начались дожди долгожданные. Надеюсь, прольет хорошенечко. Ну, а что еще интересного произошло в эти дни в мире, в республике, мы узнаем из выпуска новостей с Кристиной Якуповой. Доброе утро, Якутия! Возвести новые дома в селе Бяскёль могут начать уже на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель республики Айсен Николаев, подводя итоги визита полпреда президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Сейчас в селе идут восстановительные работы. Власти Якутии приняли решение о возведении новых домов с использованием цельных деревянных панелей. Дома должны ввести до середины октября этого года. По словам главы республики, на восстановление потребуется порядка 250 миллионов рублей. В Якутии продолжается акция «Стоп коронавирус Якутия». Она проходит в двух видах – еженедельной и финальной. В первой принимают участие граждане, получившие первый компонент вакцины от COVID-19. В финальной акции принимают участие граждане, прошедшие полный курс вакцинации. 3 победителя получат сертификаты на автомобиль. Напомню, итоги еженедельной акции оглашаются каждый вторник с 7 до 8 утра в прямом эфире выпуска «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Итоги финальной акции в этом же выпуске станут известны 31 августа. С каждым годом в Амгинском улусе пчеловодов становится больше. На сегодняшний день в районе насчитывается 20 пчеловодов, которые содержат более 150 пчелосемей. Жительница Амги Саргалана Рожина вместе с мужем занимаются пчеловодством 4-й год. Они одни из крупных пчеловодов в регионе. Сейчас у них 2 пасеки на 55 пчелосемей. В прошлом году семья собрала 380 килограммов меда. В этом году планируют собрать около тонны.
У нас на сегодня две пасеки, которые разделили в одной 25, в другой 30 сделали пчелосемей. Но это почему так разделили? Потому что мы видим, какие корма, сколько кормов находится в одном месте и сколько можно поставить. В планах хотя бы минимум до 100 семей хотим сделать и вообще работу пчеловодства автоматизировать. Якутский мастер Иван Румянцев из Усть-Алданского района стал обладателем специального приза «Малая архитектурная форма» международного фестиваля парковой скульптуры «Легенды Севера». Мероприятие в 10-й раз прошло в Таркасале Ямало-Ненецкого автономного округа. Мастера создавали деревянные скульптуры на тему «Семья и детство». Работы должны были отражать обычаи и обряды северных народов, традиционные верования и промысловые занятия, сохранившиеся в настоящее время. Жюри и зрители конкурса отметили эстетику и особый глубокий смысл скульптуры, созданной якутянином. К этой минуте у меня вся информация. Лето заканчивается, многие возвращаются из отпусков. Где этим летом предпочитали отдыхать наши земляки, мы узнаем сегодня, а также узнаем о новых туристических местах нашей республики. Гость нашей студии – министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия Ирина Сергеевна Высоких. Доброе утро. Доброе утро. Много ли якутян выезжали этим летом на отдых за пределы нашей страны? Какие страны посещали? Из-за пандемии, понятно, это количество сократилось, но, тем не менее, мы хорошо путешествовали и по Якутии, и внутри страны, и, конечно, выезжали за рубеж. Традиционно популярной остается Турция. Самое большее количество из тех якутян, которые выезжали за границу, путешествовали именно в эту страну. Это предварительные данные. Мы, конечно, больше узнаем по результатам года. Есть новые страны, которые открыты для туристов, но они предъявляют такие требования, как, например, 2-недельный карантин. Южная Корея. То есть, сразу отправляясь в путешествие, чтобы узнать, какие нужно с собой анализы необходимые, какие условия посещения в период пандемии, где узнавать? Удобнее всего зайти на сайт Ростуризма, там постоянно актуализируется информация, вы можете посмотреть, достаточно ли вам иметь QR-код, что вы вакцинированы, либо вам нужно сдать ПЦР-тест по отбытию, по прибытию, либо же, как я уже сказала, вам придется отсидеть карантин. В каждой стране он свой. Если страны зарубежья закрыты, как обстоят дела с внутренним туризмом внутри страны? Ведь многие регионы ввели какие-то свои ограничения. Да, как с этим обстоит? В том числе и мы вводили. Вы помните, что в 2020 году у нас долгое время не работали турбазы внутри Якутии. Мы очень поздно начали сезон, но быстро нарастили свои силы. Мы очень стали много путешествовать по России. Мы россияне. Мы открываем для себя новые точки, получаем новые впечатления. И это на самом деле тот жирный плюс, который мы получили от пандемии. Да? Поэтому мы стали больше путешествовать, мы стали больше создавать новых маршрутов, и я считаю, что это здорово. Открыли много новых интересных мест, красивых. А про Якутию теперь расскажите. Что-то новое появилось, какие-то места? Да, несмотря на пандемию, мы растем по количеству турбаз. У нас открываются новые, совершенно неожиданные направления. Есть турбазы, которые открыты там, где, например, даже нет постоянного энергоснабжения. Я недавно выезжала в Хунгалский улус, местность Батамай, и отсматривала те турпродукты, которые предлагаются там. Замечательно абсолютно. Базы создаются, даже благоустроены, несмотря на ограниченные ресурсы и удаленность локации. Домики на деревьях у нас, такие проекты появляются. У нас появляются проекты, которые связаны с палеотуризмом, то есть можно поохотиться на кости мамонтов. Поэтому я думаю, что мы, несмотря на то, что у нас такие сложные условия, мы очень креативные и удивляем действительно россиян своими уникальными маршрутами.
Сразу 5 туристических маршрутов Якутии вошли на днях в число финалистов всероссийского конкурса «Открой свою Россию». Какие это маршруты и чем они привлекли экспертов? Я немножко здесь поправлю. У нас 4 маршрута были представлены от Якутии, а 1 маршрут от Иркутской области, но он проходит в том числе по Якутии, он называется Байкал-Аляска. Ну и, конечно, миновать Якутию они никак не могут, поэтому 5 действительно маршрутов представляют Якутию, но 4 подали именно мы от нашего региона. Эти маршруты – работа большой команды. Команды возглавляют наши туроператоры, мы им помогаем, то есть мы вошли в команды и работаем над тем, чтобы хорошо представить проекты. Поэтому мы действительно зашли в топ-33. Была большая борьба, не все регионы туда попали, например, понятные туры Приморского края, которые так популярны, в том числе у якутян, не вошли туда. То есть эта задача стояла не только быть интересными для россиян и показать хорошие прибытия туристов, но и иметь какую-то уникальность в своем турмаршруте. Самобытность. Да, самобытность и правильно это все презентовать. Мы смогли. Я уверена, что мы победим и в суперфинале. А что вот победителям, какие плюсы даются? Идея этого конкурса лежит в концепции создания национального брендового маршрута, который будет проходить через самые интересные локации нашей страны. То есть представьте себе, вы Это очень долгий маршрут будет, Да. наверное, да? Вы можете выбрать среди, это будет несколько пул маршрутов, и вы будете выбирать уже в зависимости от вашего свободного времени. Если вы житель севера, у вас длинный 50-дневный отпуск, да, то вы, в принципе, можете страну объехать даже туда и обратно, да, но если вы путешествуете из Москвы и не готовы к длительным маршрутам, вы можете выбрать, например, маршрут по Дальнему Востоку или маршрут по Северному Кавказу. Вот как раз для того, чтобы этот отдых был понятен, чтобы вы могли сделать правильный выбор и не жалеть потом об отпуске. И создается такой национальный брендовый маршрут. То есть это пул маршрутов, которые на любой вкус и будут гарантированно безопасны для вас и интересны. Будем надеяться, что туроператоры у нас станут победителями, а наш внутренний туризм будет развиваться на территории нашей республики. Спасибо вам большое за интересную беседу, что вы к нам пришли. Хорошего вам дня. А что делать, если в отпуск сходить не удалось, а время осталось? То есть самое ближайшее, можно поехать в те районы, которые рядом с нами. Допустим, в Нерюнгри. И вот как они предпочитают отдыхать, какие они расскажут туристические маршруты, мы узнаем в следующем сюжете. Нерюнгринцы стараются оформить отпуск летом, чтобы успеть слетать на море и насладиться купанием в теплой воде. Но в этом году вылет с района летом стал невозможным. Аэропорт закрыт на реконструкцию до середины осени. Нерюнгринцы понимают ситуацию и находят выход из нее. Едут в отпуск на поезде, машине или остаются в любимой Якутии. Я на даче больше живу. Ну, я и так каждый год живу больше на даче. А в целом аэропорт, когда закрыли, я понимаю, что людям надо потерпеть это время, пережить. Конечно, потом мы будем вспоминать это как время такое. Ну, понятно, что поездом неудобно, кому-то вот билеты достать было сложно. Но в целом это потерпеть немножечко тут до ноября месяца. А вообще в 2022 году, я насколько знаю, и новое здание аэропорта будет. Поэтому мы будем только благодаря вот этому периоду, который мы переживем, получим новое здание, новый аэропорт, новые самолеты будут садиться, большие уже международные. Поэтому, я думаю, вообще прекрасное время наступит. Надо немножечко только подождать. В Нерюнгри всегда есть чем заняться летом. В городе немало мест для отдыха. Парк культуры, где можно покормить белок. Открытые и закрытые стадионы, где можно позаниматься спортом. Горнолыжная база с красивыми видами на город и тайгу. Тут же неподалеку парк старой техники с экспонатами, огромными самосвалами, белазами и другой техникой, где так любят лазить ребятишки. Те, кто хочет убежать от городской суеты, уезжают на дачи или вовсе живут там все лето, ездя утром на работу и спеша вечером обратно в свой уютный домик. Излюбленным местом нерюнгринцев не так давно стал ледник. Здесь можно спастись от жары и вспомнить зиму, устроить неповторимую фотосессию во льдах среди солнца. И, конечно, река Чульман и водохранилище в поселке Серебряный Бор остаются самыми популярными местами отдыха.
традиционно нерюнгринцы, конечно, у нас отдыхают на реке. В старом городе у нас есть излюбленные места, так называемый городской пляж за мостом реки Чульман. И в основном вся масса молодежи отдыхает там. Есть, конечно, пляж на водохранилище. Но не все туда могут доехать, да, потому что далеко. И ближе, конечно, нам поехать в старый город. Большинство отдыхающих приезжают на машинах, ставят палатки, навесы и устраивают пикники. Все, кто выезжает на природу, должны помнить, что чистота наших любимых мест зависит от нас. Несложно забрать с собой мусор и выбросить его в мусоропровод. Если так будет делать каждый, то любимые, красивые места района будут радовать нас и дальше, а отдых станет гораздо приятнее. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. А что делать, если у вас не удалось съездить в отпуск, а отпускные дни у вас еще остались? Тут без советов юриста не обойтись. Да, и мы послушаем советы нашего юриста Вероники Томтосовой. Доброе утро. Лето заканчивается. Отпуск тоже. Хочется поговорить о прошлом годе. У всех возникла ситуация, когда в прошлом году мы не брали отпуск. И возникло некоторое количество дней, которые мы должны были отгулять, но не получилось. Напоминаю, что есть возможность получить компенсацию. Согласно статье 126 Трудового кодекса, превышающие 28 календарных дней отпускные дни можно по заявлению работника получить именно денежную компенсацию, но только свыше 28 дней. Прошу обратить на это внимание. Также возникает это право по заявлению работника по соглашению с работодателем, то есть работодатель не может вас обязать взять компенсацию вместо отпуска, или при увольнении. Сложившаяся практика, в том числе по разъяснению в письме Департамента налогов и таможенных тарифов политики Минфина России от 8 февраля 2006 года, поясняет, что за все дни, превышающие 28 календарных дней. То есть, если по выслуге лет вам положено 40 отпускных дней, то вы получаете полную компенсацию свыше 28 дней. Такая судебная практика уже устоялась. Относительно специфических должностей в отраслевых структурах, да, здесь нужно учитывать, что согласно сотрудников таможни, статья 35 Федерального закона 21 июля 1997 года номер 114, там установлен порядок именно в таможенной службе. Такое же положение есть отдельно и в органах внутренних дел, то есть нужно отдельно ознакомиться. Что касается работников права выдать деньги вместо дополнительного отпуска за вредные или опасные условия труда, там эти дни исчисляются превышая 7 календарных дней. То есть 7 дней дополнительного отпуска данные должности должны обязательно отдохнуть. Это защита здоровья именно населения, то есть так предусмотрено законодательством. Если у вас возникли сложности с расчетом, то расчет производится так же, как и за время отпуска. То есть никаких изменений в плане расчета денежной компенсации не возникает. Поэтому будьте внимательны. Также прошу изучить коллективный договор, дополнительные соглашения. Данными, получается, актами работодателя может быть установлен какой-то порядок заявительного характера, то есть когда вы должны обратиться за компенсацией. То есть в любом случае, если вы по графику не вышли в отпуск, у вас возникли дни, которые работодатель должен зафиксировать, что вы их не использовали, и в последующем, если вы обратитесь, рассмотреть вопрос о денежной выплате. В случае неудовлетворения ваших требований, придется обращаться сначала в претензионном порядке к работодателю с предоставлением расчета, а в последующем уже в суд. Доброе утро. Мы напоминаем вам, что сегодня тема нашего эфира – летний отдых. И мы предлагаем вам сделать наш эфир вместе с вами и присылать фотографии с мест вашего отдыха на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Уже начинают поступать сообщения. У нас уже есть, первые участники. Внимание на экран. Тут даже подпись к фотографии. Я узнал, что у меня есть огромная страна. Кюрюлюр. Июль, Боря Березовский, 3,5 годика. Вот такой вот счастливый малыш. Вот следующую фотографию также можете видеть у нас на экране. Довольный, счастливый ребенок. Медведя не боится, гуляет в лесу на территории родной республики. А если у вас вообще не вышло в этом году никуда поехать, нет никаких возможностей, не расстраивайтесь. Вспомните тот самый детский стишок «Наш Жатай, вторые Сочи». Солнце греет, но не очень. Друзья, кроме шуток, давайте все-таки узнаем, чем же еще интереснее и вообще живет этот поселок, который так близко к нам располагается. Ближайший сосед Якутска, но что мы о нем знаем? Судоремонтный, судостроительный завод, нефтебаза и строящаяся судоверфь.
Поселок, прошу прощения, муниципальное образование городской округ Жатай. Какова его история и чем он живет сегодня? Давайте узнаем. Население Жатая чуть больше 10 тысяч человек. В 1999 году Жатай первым в республике получил статус муниципального образования, а в 2004 году из рабочего поселка превратился в городской округ. Жатай – первое муниципальное образование в России, где нет ни одного дома, попадающего под категорию ветхого и аварийного жилья. Есть еще, конечно, над чем работать, но одно можно сказать с уверенностью – Жатай быстро развивается и, судя по всему, останавливаться на достигнутом не собирается. Гордость Жатая – это энергоэффективные дома. На данный момент их здесь 10. И такой целый квартал умных домов. Вот, например, вот эта вещь – это специальная панель, в которой готовится горячая вода для обеспечения нужд всего дома. Ну, а уж о том, что жители дома значительно экономят на оплате за коммунальные услуги и, в частности, за отопление, говорить вообще не приходится. Правильное его название – многоквартирный жилой дом с применением энергосберегающих технологий. Все эти технологии внедрены с одной целью – повысить качество жизни жатайцев и помочь им значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг. Технологии здесь применены следующие. Автономное отопление, каскадная котельная, управляемая погодозависимым контроллером, приготовление горячей воды с использованием солнечных коллекторов и электроснабжение технологических объектов и резервное электроснабжение технологического оборудования с помощью солнечной электростанции. Усиленная теплоизоляция ограждающих конструкций. В доме есть принудительная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией воздуха. Практически каждый год в Жатае появляются новые социальные или промышленные объекты. Недавно был построен бассейн, а сейчас на территории городского округа идет строительство канализационных очистных сооружений, которые строятся с применением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Канализационные сооружения для поселка Жатай, для того, чтобы соответствующие образующие канализационные стоки проходили очистку и сливались в виде очищенных стоков, да, для того, чтобы не нарушать их экологическую безопасность. В прошлом году завершили первый этап по нулевому циклу по площадке. Сейчас до конца года будут введены все эти объекты: станции биологической очистки, лабораторный корпус, административно-лабораторный корпус, усреднители, приемный пункт стоков, да, это от машин. И к концу года в соответствии с договором, заключенным с Фондом содействия реформированию ЖКХ, планируется этого объекта. Еще одна глобальная стройка – это высокотехнологичная жатайская судоверфь, с которой администрация и жители Жатая связывают многие надежды на счастливое будущее и дальнейшее развитие. В глобальных масштабах республики, да, это у нас идет строительство жатайской высокотехнологичной судоверфи. В этом году планируется сдать первую очередь. Ну и в будущем темпы будут только наращиваться и позволят нам привлечь дополнительных жителей на территорию поселка, дополнительные места, строительство соответственной инфраструктуры, школы, садов и так далее. Вообще, Жатай выглядит очень уютным, ухоженным местом, где заботятся не только о рабочих местах и инфраструктуре, но и об общественных пространствах и местах отдыха для жителей и гостей Жатая. Во-первых, это наша центральная площадь в прошлом году, которую мы совместно с управлением архитектуры строили, сдали. Вот, пожалуйста, у нас дети приезжают, дети, сразу видно, что дети не местные, да, потому что очень много приезжает с Мархи, Тала, с Тулагина, с Ирдаха, приезжают, все радуются, то есть все как-то отдыхают активно, особенно очень много людей приезжает вечером, в вечернее время, когда у нас загорается свет, и такая более романтичная обстановка. В целом, я считаю, что у нас очень благополучный, дружелюбный поселок. Еще одна достопримечательность Жатая – это кладбище кораблей. Эти декорации вполне бы могли подойти для съемок какого-нибудь фильма про постапокалипсис. Ну или просто устроить здесь небанальную фотосессию. Кстати, очень красиво, да, так сделали, так центральную площадь благоустроили, да, что дети, семьи любят приходить туда отдыхать. Кстати, были бы там еще, я думаю, скоро там появятся аттракционы. Кстати, что касается американских горок, любишь ли ты на них кататься? Перефразируя Николая Васильевича Гоголя, какой же русский не любит быстрой езды на американских горках? Я начинал кататься еще на веселых горках в парке нашем культуры и отдыха в Якутском. Конечно, люблю, Полин.
Ну, Очень. на самом деле, да. Кстати, знаешь что? Оказывается, сегодня день американских горок. И хочу рассказать одну интересную деталь. Ученые американские выяснили, что если прокатиться на американских горках, ну, раз 20 примерно, то это Нормально. способствует тому, чтобы из почек вышли камни. Как тебе такая медицина? Ну, в принципе, неплохо. Весело, наверное. Наверное, весело, но на самом деле те, у кого камни в почках, их на настоящие горки не отправляют, они катаются до такой на модели, и ученые все-таки свою премию шнобелевскую получили. Так что это не шутки какие-нибудь, это научное исследование. Ну а какими еще датами и событиями знаменит сегодняшний день, мы узнаем из нашей рубрики. На календаре 16 августа сегодня отмечают День чуда своими руками, День рассказывания анекдотов, День американских горок и День малинового варенья. 16 августа ежегодно проходит День памяти короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. На родине музыканта в южноамериканском городе Мемфис в этот день начинается неделя памяти Пресли. Этот день стал масштабным праздником для всех поклонников его творчества, число которых с каждым годом постоянно увеличивается. Также в этот день отмечают праздник в честь одного из самых загадочных персонажей – День Джокера. В этот день можно устроить с друзьями карточную игру с использованием данной карты или посмотреть любое кино с присутствием этого героя. По народному календарю в этот день чтут память святого Антония Римлянина, новгородского чудотворца. Этот день посвящают сбору малины. Считается, что ягоды, собранные в этот праздник, самые сладкие. Хозяйки пекут из них пироги и делают запасы на зиму. Сегодня нельзя убирать, вытирать пыль, заметать пол, выносить мусор. Иначе можно лишиться богатства. А ветер с завихрениями сулит много снега зимой. События в этот день. В 1930 году создан первый звуковой цветной мультфильм. В этот день вышел в свет первый выпуск журнала Sports Illustrated. В 1976 году на большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». В 2006 году в русской Википедии появилась юбилейная 100-тысячная статья. В этот день родились Габриэль Липман, французский физик, нобелевский лауреат. Иван Билибин, русский художник, книжный иллюстратор. В этот день родился Юрий Рерих, русский ученый-востоковед, лингвист, путешественник. Пьер Ришар, французский актер и режиссер. Геннадий Цыганков родился в 1947 году, советский хоккеист и тренер, двукратный олимпийский чемпион. Мадонна родилась в 1958 году, американская певица, автор песен, продюсер, актриса. Именины в этот день отмечают Ян, Николай, Кузьма, Иван, Вячеслав, Антон, Соломея. «Ирония судьбы» или «С легким паром» сегодня вышла в прокат. Еще одно напоминание о том, что зима близко. Да, действительно. Ничего так не напоминает о зиме, как такие вот комедии советские. Ну а сегодня понедельник, и обычно люди имеют привычку планировать что-то на 7 дней. Полин, ты планируешь на неделю какие-то планы? Строишь? Раньше, конечно, я пыталась как-то все это делать с помощью ежедневника, каких-то списков, важные, неважные даты, какие-то события, важные там какие-то планы. Но, как показала практика, чем больше я планирую, тем больше у меня все идет не по плану. Но оказывается, вот привычка составлять план позволяет привести мысли в порядок. А вот откладывание все на понедельник или со следующего месяца, или с 1 числа начну какие-то дела, или брошу какие-то вредные свои привычки, это недопонимание того, что может быть сделано сейчас. Ой, ты знаешь, я очень люблю оправдываться, когда у меня что-то идет не по плану, говорить, что ну так звезды сложились. И, кстати, многие все-таки смотрят, как же складываются звезды в течение недели для того, чтобы свою неделю спланировать. Давайте узнаем, что же они нам нашептали.
Овны. Первая половина недели благоприятна для покупки недвижимости, предметов роскоши, а также для благоустройства дома. Только учтите, если полностью погрузиться в решение жилищных и семейных вопросов, забыв о служебных обязанностях, начальство будет недовольно. Тельцы. Это подходящее время, чтобы уладить финансовые и семейные проблемы. На этой неделе удача на вашей стороне. Близнецы. Удачный период для улучшения финансового положения. Есть шанс обзавестись полезными связями, благодаря которым перед вами откроются новые горизонты, представится возможность раскрыть свои таланты и получения признания. Раки. Весьма вероятны перемены в карьере. Новая должность, смена коллектива или же переход на другую работу. В любовных отношениях также не исключены приятные сюрпризы. Лев. Этот период повышения активности. Прилив энергии может обернуться стремлением жить в полную силу. Кроме того, сейчас благоприятный период для сотрудничества, так что постарайтесь найти единомышленников. Девы, сейчас вы стремитесь увеличить доходы, однако вам нелегко собраться с силами и организовать себя. А несвойственная вам жесткость и холодность в общении способны стать причиной отчуждения с близкими. Сейчас не время диктовать условия, рисковать и отправляться в путешествие. Не стоит действовать с позиции силы. Это может негативно отразиться на отношениях с вашими детьми. На этой неделе фортуна на стороне весов. Это один из самых интересных и благоприятных периодов. Вы обаятельны, энергичны, талантливы и способны достичь любых целей. Кроме того, сейчас хороший момент, чтобы заняться своей внешностью, привести в порядок свою фигуру и обновить гардероб. Звезды советуют скорпионам быть практичнее и не доверять тем, кто сулит золотые горы. Поверьте, сейчас не время гоняться за журавлем. Гораздо важнее удержать свою синицу. Постарайтесь больше отдыхать, тогда сумеете реализовать свои планы, в том числе и финансовые. Стрельцы. Эта неделя – период вполне гармоничный. Вы сумеете проявить свои способности, найти нестандартные решения служебных проблем, подняться по карьерной лестнице. И коллеги, и руководство ценят ваши идеи. К тому же у вас могут появиться влиятельные покровители. Козероги – это благоприятное время для духовного роста, обучения и путешествий. Но имейте в виду, вам предстоит столкнуться с множеством сдерживающих факторов, которые не позволят оторваться от земли. Впрочем, благодаря сильной воле и четкому пониманию своих действий вы сумеете достичь желаемого. На этой неделе у водолеев масса дел, с которыми они прекрасно справляются. Умение находить компромиссы, а также развитая интуиция позволит вам принять решения в прибыльных проектах. Придется, кстати, чем-то пожертвовать, отдать кармические долги, но при этом вы ничего не потеряете. Рано или поздно все вернется к вам с лихвой. Для большинства рыб эта неделя сложится весьма удачно. Появится возможность проявить себя, продемонстрировать свою ответственность и профессионализм. Это очень интересный период. Рыбы интуитивно чувствуют, чего от них ждут, и легко находят верные решения. Еще раз всем доброе утро. Напоминаем, что сегодня понедельник, 16 августа. Напомним наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. И напомним, что сегодня мы хотим наш эфир построить вместе с вами. Мы говорим об отдыхе. О туризме, друзья. туризме. Так что отправляйте на наш WhatsApp свои фотографии с летнего отпуска. А прямо сейчас к нам присоединяется наш новостной обозреватель Кристина Якупова. Роспотребнадзор по Якутии рекомендовал ввести удаленный формат работы из-за задымленности. Главный государственный санитарный врач по республике Маргарита Игнатьева подписала постановление. Рекомендуется оборудовать рабочие места в помещениях системами кондиционирования, очистки и увлажнения воздуха, обеспечить запас средств индивидуальной защиты органов дыхания и ежедневную влажную уборку на рабочих местах. За последнюю неделю ситуация с задымленностью ухудшилась в 6 районах и Якутске. Компания «Майтона» на безвозмездной основе предоставила администрации Усть-Алданского района автомобиль-водовоз для борьбы с лесными пожарами, действующими на территории Улуса. Глава района выразил благодарность компании и отметил, что техника станет хорошим подспорьем в противостоянии с огненной стихией. Уважаемые якутяне, дорогие друзья, от имени всех усялданцев
От имени администрации района выражаю огромные слова благодарности компании «Майтона» и ее основателям, братьям Алексею, Афанасию Ушницким. В это трудное время они сразу протянули нам руку помощи, предоставив такой необходимый транспорт, как автомобиль ГАЗ-водовозку, который будет необходимо для тушения пожаров и для всей жизни района. Я от всей души желаю вам счастья, удачи, здоровья. Сборная России прошла электронную регистрацию на Паралимпийские игры. Оргкомитетом Паралимпиады утверждены 242 спортсмена. Все технические и именные заявки во всех 19 видах программы, в которых примут участие наши спортсмены, были подтверждены, сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Открытие Паралимпийской деревни состоится завтра. Сами игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. Сельхозпроизводители смогут приобрести высокотехнологичное оборудование со скидкой в рамках новой программы льготного лизинга. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, максимальный размер скидки устанавливается на уровне 45% от стоимости оборудования. При этом предметом договора лизинга может быть только техника, которая ранее не была в эксплуатации. Мера поддержки начнет действовать в полную силу со следующего года. На этом у меня вся информация. Коллеги, передаю вам слово. Сейчас в помощь в борьбе с пожарами помогают многие. Кто-то отправляется добровольцем в горячие точки, в прямом смысле этого слова. Кто-то помогает финансово, кто-то помогает вещами. В городе Якутске открыт добровольческий пункт сбора. В спортивном комплексе 50 лет советской армии. Друзья, более подробную информацию вы можете узнать в Инстаграме волонтеры Добро ЕКТ. Так что, друзья, никто не остается в стороне в это самое непростое время. Даже дети помогают. Да, вот ребята одной из школ города Якутска, вы выступили с необычной инициативой, какой мы узнаем в сюжете Надежды Саханской. Взрослые не по годам. 13-летние ученики 7 класса Якутской национальной гимназии в силу своего возраста делают посильный вклад и закупают канцелярские товары для школьников села Бяскюль. Таким образом, они помогают подготовиться погорельцам к новому учебному году. Деревянные сломаются же. Они сломаются. Аркадий Прокопьев, который выразил желание хоть как-нибудь помочь пострадавшим ровесникам, сначала обратился за советом к своим родителям. Вчера мы с мужем дома решили, он узнал, что мы едем в оптовый рынок за продуктами для жителей Бяскюль по горельцам, чтобы оказать материальную помощь. Мы купили там сахар, муку, гречку, рис. И сын мой говорит: мама, давайте я тоже помогу. Он изъявил желание помочь, да? Я говорю: у тебя же денег нет, мы же уже делаем это. Он говорит: не от вашего заработной платы, а именно путинского пособия. Он же выделил нам президент Владимир Владимирович Путин именно для школьников до 18 лет. И мы хотим тоже внести. Сказано, сделано. Родители сразу же начали обсуждать такое необычное предложение и сошлись на том, что такая помощь тоже не будет лишней. Дети не остались в стороне и начали организовывать свою инициативную группу, которая отправилась бы на закупку. Вот недавно была новость такая очень плохая, но вчера-позавчера, где в горном Илусе деревня Бяскюль, там загорело около 25-30 домов. Мне стало очень сильно их жаль, и сразу пришло на голову идея открыть им фонд помощи с класса, со школы по 200 рублей с каждого скинуться, и предложил это родителям. Родители поддержали, а вот мы, дети, набирали канцтовары на учебу, потому что мы знаем, что надо брать, ведь мы учимся. Купленные детьми школьные принадлежности отправятся в республиканский добровольческий штаб по тушению лесных пожаров и уже оттуда к своим новым владельцам. Дети видят этот мир иначе, взрослых в силу своего возраста. Но даже они готовы оказать посильную помощь для тех, кто оказался в тяжелой ситуации.
На вопрос, готовы ли они помогать, если вдруг горе настигнет кого-то еще, семиклассники, не задумываясь, отвечают хором «да». Вы готовы оказывать помощь, если вдруг, не дай бог, случится повторно такая ситуация? Да, мы готовы. Ну а взрослому поколению можно не переживать о том, в чьи руки перейдет возведенное ими здание. Мы знаем, что с такими благородными поступками в 13 лет их ждет светлое будущее. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. Невозможно от нашей беды остаться в стороне, вот даже детям. Молодцы. А у дачников тем временем наступает самая пора первого урожая. И о том, что нужно учесть, чтобы урожай был богатым, мы узнаем у нашего садово-огородного эксперта Ольги Шихановой. Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня мы поговорим о перце. Перец, конечно, любит освещенность и, конечно же, подкормки. И сажать нужно в теплую землю его. Мы так делаем, что сначала землю перекапываем, добавляем тоже комплексные удобрения. Азот, фосфор, калий разбрасываю я немножко под перекопку. А потом делаем лунки. Лунки проливаю марганцево-кислым калием и оставляю открытыми. И вот эти лунки 2-3 дня стоят так, и земля в них прогревается. А потом уже высаживаем туда перец. В лунки добавляем золы. Ну, я немножко добавляю, допустим, на лунку 1/3 стакана. Вот. И перепревший, если перегной есть, хорошо. Вот все это перемешиваем и высаживаем перец. Я советую садить перцы сначала все равно иметь ранние. Вот они ранние, в общем-то, перцы, они, конечно, идут в пищу сырыми. И они салатовые такие. И стенка у них, конечно, тоньше, чем у поздних. А поздние сорта – это толстостенные, ну и больше они идут вот в салат, это на заготовки, на фаршировку идут. Если перец в рассаде хоть один раз пересох, у него нарушается сокогон по стволу. Вот. И он уже будет, не будет давать такого роста. Ствол уже затвердеет и будет очень плохо расти. А потом, когда уже взрослые пересохнут, если, то они сбросят цветоносы, завязи сбросят. Поэтому нужно всегда держать во влажном состоянии. Перец – это многолетняя культура. И я вот знаю, что в Сибири, допустим, его, допустим, хорошие кусты, которые остаются, или заносят домой, у кого позволяет это, или просто выкапывают и в одну емкость ставят корнями и спускают, допустим, в прохладное место, а весной высаживают. У нас очень много семян новых появилось, очень много. Можно все попробовать, какие вырастают и какого вкуса, и поделиться со всеми. Поэтому успехов вам всем и удачи в выращивании перца на дачах. Ну а сейчас мы познакомим вас с удивительным человеком, который путешествует в 90 лет. Вот что значит, человек просто не хочет сидеть дома, рано просыпается и катается по стране. Да, кроме этого, это не просто человек, это блогер, бабушка-блогер. У нее столько подписчиков, что может позавидовать многие молодые блогеры. Евгении Семеновне Федоровой 89 лет. Живет она в городе Арамиль Свердловской области. Накануне наша коллега Анна Васильева побеседовала с ней. Давайте посмотрим. Евгения Федоровна, нам очень приятно вас увидеть и познакомиться. Мы знаем, что вы много лет назад жили здесь, в Якутии. Расскажите нам, пожалуйста, какие у вас воспоминания остались о нашей республике? Воспоминания самые теплые воспоминания, понимаете? Потому что это же была моя юность, моя молодость. И мне было все интересно. Я работала в геологоразведке. Наше управление стояло в Ханбеке. Я в Ханбеке. А из Ханбеки мы уже уходили и в Усьмаю, и в Уснер, и в Усть-Кут, и в Аймикон, и все везде мы ходили, геологами. Поэтому мне очень
воспоминания хорошие. Я люблю вашу республику, мне это очень приятно, что там прошла моя молодость. Я путешествую всю жизнь, короче говоря, с детских лет. То, значит, ездили, искали лучшую долю, потом искали, значит, где лучше. Ну, где лучше? Ведь человек ищет где лучше, а рыба где глубже. Вот так и у нас получается. Вот вы много путешествуете по нашей стране. Расскажите, что вам в этих поездках нравится больше всего? Я вот даже еду, смотрю и говорю, вот весной я еду, ой, картошка всходит. А осенью, если еду, я говорю, вот уже картошку выкопали. Но ведь это же все интересно, это же наша жизнь. Поэтому, понимаете, у некоторых какое-то другое может быть мне это мировоззрение на все на это. Но я вот смотрю с жизненной позиции, понимаете? Я не ищу каких-то фантазий там и что. Я хожу, смотрю, как проходит жизнь. Потому что мне это очень интересно. Не всякий в таком возрасте отважится на путешествие. А что придает вам силу и уверенность? Ну, уверенность я сама в себе. Почему я уверена, что сама в себе, что все пройдет хорошо, а как нет? Понимаете, нет? Ведь это же хотеть. Главное хотеть и быть здоровым. И все, и больше ничего не надо. Вот так вот. Кроме того, что вы путешественник, вы еще и тревел-блогер. Вас наслышан даже президент страны Владимир Путин. Вот расскажите, а что вам дает это блогерство? Для чего оно вам? А что дает? Стимул, знакомство. Вы знаете, сколько у меня сейчас внуков по всей стране? И все молодежь, они все теперь меня зовут бабушка Женя. А я говорю, вот сколько я внуков приобрела за это время. Это же ведь счастье. Это счастье. Это фантастика. Понимаете? На старости лет иметь столько внуков. А чем вы делитесь в своих постах? Что именно интересует ваших подписчиков? Какие комментарии они оставляют? Моих подписчиков больше интересует моя прошлая жизнь. Ну и в настоящей тоже. Все, что проходит. Ведь жизнь у нас была не сладкая. Это детский дом, послевоенные годы, понимаете? Нет? Вот это разруха и все. В жизни же всякому. Я и болела, и раком, и всяко. И я вместо того, чтобы пойти на группу, когда у меня рак груди признали, мне сделали операцию, я, чтобы пойти на пенсию, а я встала и пошла работать. И уехала в путешествие. Понимаете, нет? Когда мне больше 2 килограмм мне разрешили поднимать, а я говорю, на всю волю больше. Вы оптимист. А этот оптимизм вам помогает? Да, конечно. А как без этого, понимаете, нет? Это же ведь самый стимул, оптимизм. Потому что и желание главное, понимаешь, нет? Ведь вот если есть желание увидеть что-то, захотеть этого, а ведь много у них нет желания. Вот у меня соседка, понимаешь, нет, рядом живет. Она сроду нигде не бывала. У нее сын жил в Краснодаре, а мы поехали в Сочи или в Геленджик, я ей говорю, давай поедем, я говорю, ты хоть Игореша своего видишь. Она говорит, да ты что, зачем, я деду оставлю. А я оставляю все и поехала. Значит, главное мечтать? Да, главное мечта. А мечта – это большое дело. А где вы еще мечтаете побывать? Сейчас я уеду в Москву на модный приговор. Сейчас меня будут показывать уже в модном приговоре, понимаете? Вот 90-летняя бабушка будет ходить по подиуму. Представляете себе такую вещь? Вот так вот. Я выиграла поездку в том блоге в Севастополь на 7 дней. Это что же? А мне дорогу оплачивают туда-обратно, житье все. Так это же чудо! Да еще какое чудо! А что бы вы пожелали нашим телезрителям, ну и своим подписчикам, да и вообще всем, кто хочет путешествовать и жить такой же интересной жизнью, как ваша? Рюкзак на плечо и пошли. А вам так вообще до Магадана дойти, потом от Магадана, значит, до Лены. И вот вы узнаете свою даже республику. А ведь там столько красот, понимаете? Нет? Я даже до сих пор вот все эти места помню. А вам-то сам Бог велел. Вставайте с дивана и пошли. Вперед и с песней. Евгений Федорович, спасибо большое вам за ваш оптимизм, за такой прекрасный пример жизнелюбия, и за то, что вы являетесь мотиватором для очень-очень многих. И вам спасибо.
Главное встать с дивана, вот что. Да, с рюкзаком на плече и пойти. А куда идти, куда глаза глядят? Широка страна моя родная. И вот, кстати, между прочим, старость это вообще не помеха, как-то просто к тому самому дивану прирастать. В социальных сетях стало популярное видео, на котором 73-летний пенсионер ловко катается на скейтборде по улицам Санкт-Петербурга. Навыки и техника катания скейтера, они высоко были оценены зрителями, которые посмотрели ролик более десятков тысяч раз. Ты представляешь? Да, пожилой скейтер доказал, что эффективному прокату на доске все возрасты покорны. Мы тоже желаем вам такого же оптимизма, также лихо рассекать по дорогам жизни, несмотря ни на что. Главное, чтобы в жизни был стимул и мечтать, вот как бабушка сказала из предыдущего сюжета. А если у вас с сегодняшнего дня начинается отпуск, друзья, хороший совет вам уже дали. Берите рюкзак на плечо и вставайте с дивана. Отправляйтесь по нашей республике. Друзья, мы желаем хорошего вам настроения, хорошей вам недели. До завтра. До завтра.